для щекотания нерв. И даже вот на дровах это очень хорошо. У меня такие деньги предсказали, а это очень хорошо. Этот на колесе, вот это вот сказал, тяжелый был год, тяжелый путь, но в конце концов все-таки к итогу логическому какому-то придете. Ну, это даже такое предсказание мне понравилось. Ну, я прошелся по, так сказать, где гадают. Ну, посмотрел про историю. Ну, интересно очень. Интересно. Интерес, ну вообще это же наша культурная, как бы, хотелось бы побольше узнать. Мы сейчас посидели, истории послушали сначала лекции, супер интересно. Ну, наверное, чтобы люди узнали побольше про культуру своего народа. По сути дела, надежду, уверенность не особо дает, но для просто интересно, для интереса можно ходить. И каждый год вот проводятся такие мероприятия. В прошлом году тоже было, да? Ну, это очень интересно. Гадание Танха, заглядывание в будущее так называемое. И получается, конечно же, они коррелируются фактически со святочными гаданиями. Мы же устраиваем ежегодное мероприятие в научно-популярном ключе. Гадания у нас проходят в каком ключе? Мы пытаемся реконструировать, получается, святочные гадания и иногда разбавляем их гаданиями других народов. И традиционно наши мероприятия включают в себя, конечно же, это познавательные лекции, тему в основном космогонии якутской мифологии. Рассказываем в целом о том, что такое Танха. Хэппи-эндов не бывает, хороших концов не бывает. Но когда я это делаю, все равно изучаю это. Ну, может, неправильно сделаю, все равно изучаю. Но это на книгах и газетах читаю все равно. Это фольклор, это бестиарий все равно. Также говорим о религиозных практиках, существовавших на данной территории и которые возникли впоследствии. И, конечно же, о культурной составляющей в целом.